Позолоченный веер с изображением гербов всех регионов России 3 дня был в Ингушетии. Теперь пришло время передать Чечне символ театрального марафона, в котором принимает участие вся страна. Пару дней назад Республика Ингушетия принимала марафон Ставропольского края. И пару дней Ставропольский край нас очень удивил своим спектаклем. Сегодня для нас выпала честь передать эстафету марафона Чеченской Республики. Сегодня несколько спектаклей, сегодня-завтра нас Русский театр вам покажет для Чеченской Республики. Надеюсь, вам очень сильно понравится. Статуэтку принимает руководитель Союза театральных деятелей Чеченской Республики Хава Ахмадова. Для меня большая честь принять символ марафона театрального, который по всей России с января, с начала года, по всей России идет и радует любителей театра, участников постановок. Что могу сказать? Чеченцы, ингуши, тувинцы, дагестанцы, в принципе, россияне с честью этот год театра несут, празднуют и прославляют. Да здравствует театр! После завершения церемонии передачи эстафеты в зале гаснет свет. Восход красного солнца озаряет кромешную тьму. Ингушский зритель сразу узнает фирменное начало спектакля из тьмы веков. На сцене появляются Зару, Калой, Наси и другие персонажи романа Идриса Базоркина. В театре имени Лермонтова настоящий аншлаг. Билеты на премьеру театрального марафона с участием ингушских артистов раскупили за несколько дней. Самый большой спрос оказался на мюзикл из 7 веков. О нем чеченские зрители слышали давно. Но возможность увидеть воочию музыкальную версию романа классика ингушской литературы появилась только сейчас. Я советую всем тем, кто будет приходить в этот театр, чтобы они непременно посмотрели «Из тьмы веков» этот спектакль. Я не понаслышке уже знаю, что этот спектакль, который здесь сегодня будет проходить, он будет очень поучительный и очень интересный. Познакомиться с творчеством других национальностей очень интересно, открываешь много нового для себя и интересного. Узнать о традициях и обычаях другого народа всегда познавательно. Мюзикл уже давно стал визитной карточкой музыкально-драматического театра Ингушетии. Неудивительно, что именно его решили привезти в Грозный. Помимо захватывающего сюжета, раскрывающего во всей полноте культуру и быт ингушей на рубеже 19 и 20 века, постановку украшают обилие танцевальных номеров и вокальных партий главных героев. Зрители щедры на овации. Аплодисменты слышны практически после каждой сцены. Помимо мюзикла, ингушские актеры привезли еще один спектакль. Его планируют показать на следующий день. Это юмористическая постановка по пьесе Александра Володина «Две стрелы». На первый взгляд пьеса мало ассоциируется с ингушской культурой. Но режиссер театра поясняет, в выборе конкретно этой постановки кроется большой смысл. «Две стрелы» – это такая очень актуальная тема, тем более в сегодняшнее время, потому что у нас куда ни глянь, везде идут междоусобные войны. И мы бы хотели просто вот этой истории двух стрел, где выпускаются две стрелы и впервые убивают соплеменника, и финальные фразы главы «друг на друга, брат на брата» – это конец. Хотели этим спектаклем как-то, будем так говорить, уберечь зрителя, сказать, что
хватит уже двух стрел. Пора, наверное, все-таки и жить, и общаться, и ездить друг к другу, заниматься созиданием, а не разрушением. От Владивостока до Калининграда театральный марафон будет путешествовать по всей России. Завершится эстафета 18 января в самой западной точке страны – Калининграде. Вообще потрясающий марафон проходит по стране в год театра, дает возможность всем республикам, регионам побывать друг у друга в гостях, сыграть и показать свое творчество, свои театры. Это просто потрясающая возможность, которую нам дали. Подобные мероприятия, они очень способствуют духовному просвещению всей нации, можно сказать, потому что зритель, который бы не мог представить себя в зале, смотрящего там ставропольский спектакль, сегодня из «Тьмы веков» Русского драмтеатра Ингушетии, сегодня они имеют спокойно возможность прийти, приобрести билет по минимальным ценам и насладиться спектаклем и творчеством известных актеров. После завершения гастролей наших артистов в Грозном Чечня передаст эстафету Дагестану, где также проводит с гастролями 3 дня. Подведение итогов всероссийского марафона состоится на Международном культурном форуме, который пройдет с 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24.